Массажисты – это люди, которые занимаются мышцами. Под руками я ощущаю, что мышца сильно напряжена, у нее есть триггерная точка. Тогда я применяю к человеку точечный массаж, продавливание. За счет эффекта надавливания мышца как бы расходится под моим давлением, и я ощущаю, что она размягчается. Поначалу это может быть не сильно приятно, но эффект очень такой положительный. Наверное, это все-таки с подросткового возраста у меня тяга к массажу. После того, как Анашка начала мучиться давлением, остеохондрозом, и с возрастом начала себя хуже чувствовать, она подзывала детей и просила прохладными ручками помассировать шею, либо же спину, либо же под лопаткой. Вот. И с этого момента мне стало интересно, как можно облегчить боль и страдания человека. Это, наверное, был все-таки материнский такой толчок, который присутствует, насколько я знаю, в жизни многих людей, которые любят свою профессию и обожают ее. Я давно знала о такой практике, как хиджама, что это практикуется среди мусульманских народов. Меня заинтересовало именно в первую очередь приносить пользу близким, детям своим. По этой причине я отправилась на эти курсы. С помощью сухой хиджамы можно с легкостью лечить бронхиты, в тот период, когда нет температуры. Также можно, это оказывает дополнительный терапевтический эффект после массажа. Мы наблюдаем, что люди, дети в частности, с кифозом, либо же дети со сколиозом чувствуют себя значительно легче после данной процедуры. Влажная хиджама от сухой отличается тем, что после снятия вакуумной банки необходимо на данной области, предварительно обработав ее единолом, сделать легкие поверхностные насечки на коже, не глубокие, для того, чтобы вышла капиллярная кровь. И впоследствии в этой плоскости начинает работать организм сам. То есть я просто ему помогаю, а он активизирует свои внутренние резервы, функции. Данная процедура сегодня имеет характер народной медицины. Но при пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, она использовалась чуть ли не как основная. Однако же не стоит считать, что это панацея. Младший братишка является микробиологом, он работает в университетах в Санкт-Петербурге, и я постоянно с ним проходила консультации, как ты смотришь на это, как ты смотришь на эту теорию, как ты смотришь на такую теорию, как ты смотришь на хиджаму в частности, да, имеет ли она рациональные какие-то основы в сфере медицины, в сфере биологии, анатомии. Вот. И все мои догадки, все мои вопросы, в принципе, он подтверждал, говорил, что это еще малоизученный факт, еще официальная наука долго будет изучать этот вопрос. Если ты видишь, что человеку становится намного лучше,
применяя это, не оставляя это. Это очень интересно для исследования. И вот мы с моим братишкой, можно сказать, рука об руку, я на практике, он на теории в университетах, с профессорами обсуждают тот или иной случай того или иного пациента. Человек, который даже 10 лет или 20 лет занимается массажем, хиджамой, герудотерапией, постоянно для себя открывает что-то новое, появляются новые вопросы. И я думаю, что это занятие всей моей будущей жизни.